Шалдышик Масярга. Уважаемые друзья, сегодня мы 10 августа 2020 года находимся на территории бывшей усадьбы, известного не только в Ачхой-Мартане, ну, по измерениям 19 века это был аул Мартан, известного религиозного деятеля, Викиля в Ачхой-Мартане, тогда в ауле Мартан, Кунта Хаджи, Мэжи из общества Итайпа Тумсой. Он проживал вот на территории данной усадьбы, где мы сейчас находимся. И мы сегодня ведем данную съемку в рамках собираемой мною материала для статьи, которую я условно, предварительно, ну, скажем так, готовлю с рабочим названием «Мэжин Тептер». Конечно, уже к концу проведенной работы название несколько изменится, так как объем собранного материала, я предполагаю, что не будет по объему соответствовать для того, чтобы исчерпывающе показать содержание Мэжин Тептер. Я буду владеть только обрывочными данными. В основном я буду основываться в подготовке этой статьи на рукописи, которая была написана при жизни прямым потомком Мэжи, Каимовым Юсупом. Вот, рукопись, она не издана, и она называлась следующим образом: о своей родословной, о шейхе Мансуре, легендарном Бейбулате и святом шейхе Кунта Хаджи. Так называлась его рукопись. И более этого, мною проводится достаточно обширная работа по сбору других свидетельств, других документов привлечения для написания работы. И вот сегодня мы посетили то место, где Мэжи проживал, где проходила его жизнь, где он встречался с людьми, где его посещали его мюриды. Это место находится в селении Ачху-Мартан, буквально напротив районной больницы, вот в массиве вот этой местности. Вот. И эту запись мы произведем таким образом. Разделим ее для удобства воспроизведения в нескольких частях. Вот первую часть я, как бы оговорив вот эти моменты, завершу. В следующем сюжете мы попросим здесь соседей и близких родственников рассказать о том, где вот его усадьба, конкретно его дом, локализовались, где он проживал, где это вот, так как сейчас эта местность изменилась, здесь появились новые постройки, новые дома, уже и другие владельцы этих участков. Так что вот с учетом этих изменений нам сегодня близкие родственники покажут и кое-что расскажут о том, где проживал Мэжи. Итак, мы продолжаем свою видеозапись в рассказе о Мэжи. Вот мы сейчас обозреваем его близких родственников, из его потомков. И, в общем, сейчас мы зададим вопрос, касающийся нашей темы. Вот Малика. Пожалуйста, Малика, представься полностью. Фамилия, имя, отчество, ваше, вот, где вы проживаете, год рождения. Представьтесь, пожалуйста. Умарова по паспорту Аль-Яхита Юсу, Ага. Умарова Яхита Рамзановна, 1950 года. Проживаю в данное время по улице Кунта Хаджи, 21. Ага. В Ачхой-Мартане, замужем 67 года, с августа месяца. 53 года будет тут, 28 августа. Малика, Рассказом старших, да, вот
то, что рассказывали, где вот находился его дом, усадьба Мэйжи. При мне вот здесь находился этот дом, потому что при мне уже здесь была бухгалтерия больничная и склад находился. Половина была бухгалтерия, половина был склад. Но потом это все перенесли На центральную усадьбу больницы. И, соответственно, этот участок купил Автоханов Руслан. Ну и там застроился. Да, у Каимова Юсупа он купил. А рассказывали, что вот это было вот родовой Миттик улицу. Да, усадьба, родовая усадьба. Дом был старый склад, и бухгалтерия была. Вот этот дом еще сохранился, где он жил. Еще вот после возвращения из депортации здесь находился, значит, в этом доме находился склад и бухгалтерия больницы, правильно? Да. И вот. При мне вот 67-го года, вот в этих годах, 67-й, 68-й, 69-й, вот в этих годах также находился этот склад и бухгалтерия. Потом в 70-м году перенесли на территорию больницы. Уже после этого вот здесь рассказывалось о том, что Каиму Юсуп, являвшийся прямым потомком, наследником Мэйжи, здесь вот в годы войны собирал всех близких родственников, вот молодежь, всех. Всех собрал, вот у нас под нашим навесом они сидели, я прекрасно все помню. И все вот это он рассказывал. О родословной, о Мэйжи, вот и где он проживал, вот эту историю он рассказывал. Вот эта беседа, которую организовал Каиму Юсуп, проходила где-то между войнами в 1997, 97, Он тогда работал в прокуратуре, был в здравом уме, очень хорошо развивался. Хорошо, это помню. Это ты все помнишь? Да. Вот он все помнил, и Шадека Цудычта. Да. Насколько это молодежь запомнила, я не знаю. Я со стороны слушала, урывками. В эти годы как раз мы с ним тоже неоднократно встречались. Он в это время работал над своей рукописью, вот, связанной с жизнью Таймио Бибулата, Кунта Хаджи, его предком Мэйжи. Как раз он описывал содержание тептера, рукописей, которые остались после Мэйжи. Он мне об этом рассказывал. И, кажется, уже в 96 году он свою эту рукопись завершил. Вот, как раз это время. Она сохранилась. Да, сохранилась. Находится у того же, у Жабирова Мухаммада, частично находится у Охада, фамилия Берсаева, Охада находится. Я читаю, владею, скопировал, и у меня в работе эта рукопись используется. Все, благодарю за участие. Дейл Рейс Хойл, дал я хайберг, докук де ашсундон.